Центром сбора для всех сельских педагогов Коми становится школа в поселке Зеленец Сыктывдинского района. Учебное учреждение славится своими кадетскими классами, но сегодня здесь есть и еще на что посмотреть. Это выставка-демонстрация современного оборудования. Цифровые лаборатории, интерактивное оборудование, робототехника. Последние технические новинки в образовании. Казалось бы, все это должно удивлять и впечатлять, но по факту все иначе. Вот уже 5 лет, как для сельских образовательных учреждений, это не в новинку. Они и сами уже активно пользуются всеми благами технического прогресса. Разумеется, у них есть проблемы, связанные с территориальной удаленностью от центров. Поэтому, конечно, наверное, в первую очередь сельским школам интересны технологии удаленного образования, удаленных уроков, телеприсутствия в определенных видеоконференций и так далее. Но, тем не менее, все равно необходима некая элементная база для того, чтобы участвовать в образовательных проектах России, республики России. И сейчас самые передовые, самые инновационные направления – это робототехника и цифровизация проектной деятельности. Но одно дело техническое оснащение, другое – каким образом все это вооружение эффективно использовать. Одна из главных тем на семинаре совещаний – как привлечь, а главное – закрепить на селе молодых педагогов, инициативных и идущих в ногу со временем, которых так сильно не хватает в отдаленных селах и деревнях. У нас в республике Коми, с учетом нашей территориальной особенности, очень много малокомплектных школ, где обучающихся меньше 100 человек, и где учитель, он является и учителем по нескольким предметам, и классным руководителем, педагогом, организатором, и все-все-все. И, конечно, ряд мероприятий проводится, чтобы и привлечь нашу молодежь, наших молодых педагогов, в том числе в сельские школы. И тем не менее, сегодня нельзя сказать, что сельские школьники отстают от городских. Качество образования на таком же сопоставимом уровне. Об этом говорят данные Министерства образования Коми. При этом, как отмечают в ведомстве, именно на селе активнее развиваются такие движения, как российское движение школьников, юнармия и те же самые кадетские классы. И все же педагоги отмечают, сегодня властям нужно обратить внимание на поддержку одаренных детей из районов, а заодно мотивировать учителей на успех школьников. Олимпиадное движение, оно, конечно, развито во всех районах, но результаты, нас волнуют результаты. Хотелось бы, конечно, более высоких результатов. Вы знаете, что, конечно же, призерами и победителями на республиканском уровне в основном являются учащиеся лицеев, гимназий. Мы бы хотели создать условия и на селе, равные для наших детей. Всего в этот день сельские педагоги ведут обсуждения на 5 площадках. В центре внимания также молодежная политика и воспитательная работа, формирование культуры безопасного поведения школьников, создание системы оценки качества образования. Обращают внимание и на сугубо бытовые условия. Сейчас в Коми в аварийном состоянии 2 сельских школы, еще 23 ветхие, а 42% зданий и вовсе в деревянном исполнении. Кое-где печное отопление, а где-то нет даже теплого туалета. Выходом может стать строительство так называемых модульных, быстро возводимых школ. До 2025 года в Коми таких появится ровно 25 штук. Любовь Лапина, Василий Янин, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.